Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем серию интервью с успешными казахстанскими предпринимателями, которые смогли адаптироваться к ведению бизнеса в условиях карантина и вести бизнес в онлайне. Сегодня у нас немножко необычное интервью. Мы будем говорить про такой вкусный продукт, как круассаны, и обсуждать то, как такой продукт можно продавать в интернете. У нас в гостях сегодня Расул и Гульзана, основатели проекта Круассан KZ. Расул, Гульзана, давайте знакомиться. Здравствуйте, Тарас, спасибо. Всем привет. Меня зовут Расул, я шеф-пекарь. Мы запустили проект Круассан KZ. Я Гульзана. Здравствуйте, Тарас. Я занимаюсь вопросами продвижения проекта Croissant.kz. Прежде чем мы начнем обсуждать детали вашего бизнеса в онлайне, давайте поговорим немножко про культуру потребления круассанов. Есть ли она в Казахстане и как люди воспринимают этот продукт? Круассан – это в первую очередь слоеный десерт, то есть десерт из слоеного теста. Касаемо культуры употребления круассана, у нас в стране она довольно-таки высокая, люди разбираются, знают, что это такое, благодаря поездкам, путешествиям, сравнивают, познают, умеют отличать круассан от сдобной булочки, либо рогалика. Те круассаны, которые мы делаем, это согласно тем рецептам, которые я обучался в Американо-Швейцарской академии СВИСАМ. Обучался я в Санкт-Петербурге, после этого была поездка также в Дубае, там был производственный цех, там мы смотрели, перенимали опыт, создавали совместные рецепты. И вот благодаря этим знаниям мы здесь запустили в этом году продукт свой, причем этот продукт можно считать массовым, он в замороженном виде. Расул, вот вы учились на пекаря, и я думаю, что в рамках этого обучения уроков о том, как продавать круассаны в онлайне, скорее всего, не было. Каким образом вы тогда познавали все мастерство торговли в онлайне, эти онлайн-продажи, продвижение? Как это все происходило? Лично для меня эти онлайн-продажи как космос. Я вообще не разбираюсь, я вижу, что действительно успешные люди, вот именно тенденции современного времени, те, которые в интернете, именно онлайн. Но как это работает, для меня, честно, это космос. И более-менее читать, допустим, у меня времени нет. Вот я и думаю, это бич именно людей моего возраста, может моей профессии, которые на самом деле изначально тяжело поверить, что онлайн можно что-то хорошо продавать. Это лично я по себе сужу. Но Гульзана рассказала, показала, объяснила, что это возможно. И благодаря этому, на самом деле, я не люблю слово клиенты, да, друзья, которые у нас делают заказы, которые нас на самом деле поддерживают, через эти онлайн-продажи мы стали ближе к ним. Вот это личное мое мнение, я это ощущаю. А касаемо продаж... Что касается в карантин, мы вообще активно начали использовать все инструменты, которые, допустим, там еще в начале года казались нам очень сложными, да, то есть запустить интернет-магазин, собирать базу клиентов, работать с этой базой, да, то есть плюс мы стали больше вводить акции, Расул стал больше контактировать со своей аудиторией, то есть он стал больше записывать, мы стали говорить о том, что мы несем личную ответственность за продукт. То есть вот такие вещи, которые традиционно кажутся такими сложными, обычно к ним, про них либо не вспоминают, либо стараются вообще их не использовать. Вот эти все моменты мы стали активно прям использовать, да, то есть, допустим, у нас есть база, где я вижу, где у нас есть повторные клиенты, да, то есть я вижу, что наоборот, что кто-то недозаказал, я переписываюсь, то есть вторично заказ не сделал, я переписываюсь с ними, уточняю, что у них, как там дела и так далее. То есть вот эти моменты именно после карантина очень ясно вырисовались как решение, как нам отстраиваться от конкурентов, как работать с новой реальностью. И в принципе, и на сегодняшний момент мы это очень активно используем. Я предлагаю сейчас поговорить немножко детальнее о том, как трансформировался ваш бизнес в течение этого года под влиянием факторов карантина и пандемии. То есть, давайте начнем буквально с самого начала года, от идеи до того, какие трансформации происходили, эксперименты и опыты вы ставили, скажем так, в плане бизнеса. С начала года мы запустили проект по производству полуфабрикатов, замороженных круассанов. На данный момент у нас целая линейка
Изначально мы ориентировались в сегмент хорика, рестораны, гостиницы, кофейни, но наступил карантин, и с марта мы начали думать, как нам продвигать наш бизнес, грубо говоря, как выживать. Так как многие заведения вынуждены были закрыться, из-за этого у нас заказы немножко просели. И мы переориентировались в сегмент B2C. Благодаря сайту, который запустили, и начали принимать заказы онлайн. В марте мы столкнулись с такой цифрой, что мы остались 10% от того, что имели в начале года. Посмотрели на ситуацию, что происходит, то есть была оставлена возможность доставки. Соответственно, отсюда мы смотрели, что, то есть мы сделали доставку безопасную, внедрили сайт, возможность бесконтактных оплат. Расул на своей страничке говорил о том, что мы передаем бесконтактно, что мы вводим новые позиции, готовы помогать каждой хозяйке в доме выпекать, ну, так же, как в ресторане. Рост, начиная с марта, апрель, май, он показал, что продукт интересен. Вот на сегодняшний момент мы также продолжаем работать. Гульзана, вот вы отвечаете полностью за то, как проект Croissant KZ выглядит в онлайне, как он продвигается. Давайте немножко вернемся назад, и вы расскажете о том, как вы строили ваш онлайн-магазин вот с самых первых шагов. В начале проекта мы все коммуникации вели с клиентами через мессенджеры, через WhatsApp. В принципе, этого было достаточно. В карантин, когда мы уже приняли решение, что будем работать с физическими лицами, стал вопрос о разработке интернет-магазина. Там было два момента. То есть выбрать платформу, на которой загружать интернет-магазин, и выкупить доменное имя. Что-нибудь в стиле Croissant KZ. Ну, мы, так как нас интересовала и англоязычная аудитория, которая в Казахстане, то есть мы выбрали доменное имя croissant.kz. Оно стоило достаточно недорого, 3360 тенге в год. У нас было выкуплено бизнес-версия Топлинка, то есть в которой была возможность загрузить интернет-магазин. Стоимость примерно 15 тысяч тенге, на наши около 3000 рублей. Сфотографировали на телефон позиции, то есть выбрали единый фон, темный, черный был фон. Все остальное, цены, характеристики, то есть условия доставки, как оплатить, и, ну, то есть именно сама автоматический просчет того, что покупает клиент, это все было доступно в Топлинке. Вообще Топлинк, конечно, очень простой в использовании, там все логично, то есть это, во-первых, русскоязычная платформа, во-вторых, там очень хорошая поддержка, техподдержка, то есть очень быстро отвечают, все, что нужно, помогают. Там все логично, просто ставите галочки, пишите, блоки, они уже собраны, то есть это не какой-то там изначально конструктор, который собираешь, да, то есть там все расписано, просто загружается на сайт. Из прошлых интервью с предпринимателями я знаю, что все очень активно используют Инстаграм, и для многих это просто чуть ли не альтернатива интернет-магазина. Вот давайте поговорим с вами про Инстаграм, какую роль он играет для вас и какой эффект он оказывает на ваши продажи, на ваш бизнес. Инстаграм завели мы давно. Я выкладывал свои работы, те, которые мне нравились. Но в определенный период времени мы поняли, что, точнее, Гульзана объяснила, что есть алгоритм, есть последовательность, есть какие-то свои законы, не какие-то, а есть определенные четкие законы и правила, которые нужно соблюдать. Для меня это, конечно, полный лес. Для меня самое главное, чтобы была красивая картинка, чтобы это была настоящая, искренняя моя работа. Вот. А именно последовательность, это уже за этим следит Гульзана, за тематикой. Ну вот, допустим, на начало, когда мы стали работать, вернее, вести страничку Instagram Расула, это было более имиджевое, то есть действительно он уже, то есть там больше только интересные вещи выкладывал. То есть в какой-то момент мы поняли, что мы можем, помимо того, что прокачивать его экспертность, еще и продавать через страничку. Расул стал больше фотографировать процесс или снимать видео. Себя, продукцию. Я уже тематически поделила сами идеи постов, да, то есть когда мы просто говорим про Расула, когда мы говорим про продукцию конкретно там со стоимостью,
с весом, я не знаю, там, может быть, как выпекать и так далее. В принципе, такой, скажем, активный рост Инстаграма Расула, наверное, действительно начался, то есть совпал с тем моментом, когда мы стали продвигать наш проект, то есть ориентировочно в марте, мы стали активно использовать видео, то есть сторис, мы заметно увеличили посты. Расул стал проводить во время карантина прямые эфиры. Мы стали очень быстро тестировать все новое, что предлагал Инстаграм. В принципе, на сегодня можно сказать, что все продажи наши идут через Инстаграм, то есть у нас наш сайт, он привязан, то есть висит в шапке Инстаграма. Ну, то есть мы видим сразу эффект, да, то есть то, что мы выставляем на странице в Инстаграм, в постах, сразу же уходит в продажи, да, то есть мы новый продукт ввели, Расул снял видео, Да. и это сразу продается. В принципе, Она прям ощутимо чувствуется, то есть снимается ролик, выкладывается в сторис либо в ленту, и буквально в течение часа-двух начинают поступать заявки. Очень связанные вещи, то есть Инстаграм, он на самом деле очень сильно продвигает и помогает нам в продажах и развитии нашего дела. Ну, я, кстати, заходил на ваш Инстаграм и смотрел огромное количество картинок вкусных круассанов. Спокойно на это смотреть, честно скажу, невозможно, потому что очень хочется их съесть. И у меня сложилось ощущение, что наверняка таким вкусным продуктом вы завоевали лояльность ваших потребителей. Вот давайте поговорим про лояльность. Что это значит в контексте круассанов? еще один момент, который стал интересен и вообще открылся в запуске нашего проекта, что нашей продукции очень многие делятся, да, то есть они покупают продукт, они снимают об этом видеоролики, они выпекают, они очень легко делятся об этом, то есть о результате своих выпеканий на своей страничке. И то есть вот этот факт очень хорошо отразился на том, что у нас начались еще дополнительные заказы, дополнительные заявки. Вот, то есть у нас есть девушки, которые прям целые фильмы снимают. Хотя, в принципе, мы об этом даже и не просим. То есть они снимают и процесс ожидания, да, то есть как они ждут круассан, и процесс то есть того, как они получили круассан в коробке, прям открывают, как они растаивают, как выпекают, выкладывают потом у себя на страничке это. Очень красивые, прям целые фильмы делают. Помимо девушек есть ребята, молодые парни, которые также у нас приобретают заморозку, выпекают и также делятся, глядя, что пекарь парень на меня, что я выпекаю, они тоже заказывают, смело выпекают, у них хорошо получается. Качество продукции, наверное, все-таки говорит о том, что мы развиваем такую вещь, как личный бренд. То есть даже через Инстаграм мы говорим, что за качество продукции мы отвечаем, есть лицо у круассана, есть обратная связь, фидбэк. Через сайт мы помогаем, это есть и видео рекомендации, есть также онлайн-поддержка, как правильно выпекать. То есть человек, когда приобретя заморозку, дома поставив, грубо говоря, на противень, не грубо говоря, поставив на противень, 1,5 часа ждет, он видит, что он поднимается, круассан растаивается, растет, потом он выпекает, через 15-20 минут происходит чудо, и круассан, там, скажем, из заморозки превращается в большой слоистый такой десерт французский, они получают эстетическое удовольствие. И сейчас больше людей, которые на самом деле осознают, что за вот этим всем 1,5 часа расстойки и 20-25 минут выпекания стоит двухдневный труд. То есть прежде чем до человека дошел наш замороженный круассан, мы готовим тесто, слоим, расстаиваем, соблюдаем все технологические условия в течение 2 дней. И после этого он уже получает проверенный продукт. Бывает, да, случаи, когда человек взял и по неопытности, может, просто замороженный круассан закинул в духовку и попытался спечь. Он у него не поднялся, получился, внутри, говорят, сыроват, просто потому что они проскочили процесс расстойки. В этом случае мы отправляем
за свой счет, также ту партию, которая у них не получилась, но уже предупреждаем, что нужно расстаивать, выпекать, и они обратно присылают нам фотографии, довольные, что у них все получилось, и со словами «в следующий раз мы обязательно у вас закажем». Ну, вот как раз-таки вот эти фотографии и видео, они нам в определенный момент и помогли. Да. Получается, наши покупатели выпекали, заказывали, выпекали у себя, выкладывали у себя на страницах, делились. То есть, причем среди покупателей были и селебрити, да, то есть и блогеры там, с большим количеством подписчиков. Были ребята, инфлюенсеры, то есть, может быть, какие-то владельцы страничек формата DIY, да, то есть, которые про уют, про атмосферу в доме рассказывают. И вот когда они у себя на странице выкладывали шикарные фотографии или видео с нашими круассанами, у нас на странице происходил просто взрыв. То есть подписчики, заказы, эмоции, да, то есть это на самом деле в определенный момент и до сегодняшнего дня очень круто помогает двигать наш проект. Вот работая с своей лояльной базой, слышите ли вы вашего покупателя, как вы работаете с обратной связью и насколько вообще вы готовы к экспериментам в плане там, меню, каких-то новых видов круассанов, новых рецептов и тому подобное? Касаемо экспериментов, вот, к примеру, у нас есть круассан без сахара. Это такой случай, когда друг мне звонит, говорит: слушай, я хочу попробовать твой круассан, но он сам диабетик, ему противопоказан сахар в любом виде и в любом количестве. Он говорит: можешь для меня что-то там придумать? Изначально этот, наверное, вид круассана так и родился. То есть я готовил лично для него небольшую партию. Он попробовал, сделал заказ, потом второй заказ. Он говорит: классно, супер. И после того, как, грубо говоря, наш продукт мы протестили на друге, он дал одобрение, мы решили его запустить. И по сей день заказы идут, неплохо идут. То есть мы для людей, которые страдают, болеют диабетом, которым противопоказан либо сахар, сахар мы не сделали, едят. да, которые не едят сахар, мы для них предоставили возможность приобрести круассан без сахара. Я думаю, что клиенты – это, конечно, самое ценное, что есть у любой компании. И вот были ли у вас какие-то интересные, не знаю, случаи, какие-то примеры, истории с клиентами, которые были связаны, вот опять же, с интернет-магазином, с онлайном, вот, может, в период карантина что-то происходило такое интересное? Если есть, то расскажите. Есть у нас несколько интересных историй про клиентов, когда действительно мы сами удивлялись, как такое может быть. То есть заказать на сайте так просто, что, допустим, девочка, у нас есть клиент-девочка, которая спокойно сама сделает заявку на сайте, сама мне пишет. Но я как бы не понимаю, что это ребенок, да, то есть это выяснилось уже в момент, когда мы отправляли продукт. Вот, и я звоню, говорю, что вот мы сейчас вам сделаем доставку, вы дома? Она говорит: сейчас я папе трубку передам. Я, честно говоря, удивилась, говорю: интересно, а родители знают, что ты сделала заказ? Она: да. И вот на сегодняшний момент это достаточно часто она прям делает заявки, и причем я думаю, что ей очень нравится, потому что она и бабушке заказывает, и там тете заказывает. Вот, истории такие вот интересные бывают. Безусловно, еще говоря про интернет-магазин, нельзя не затронуть такую тему, как оплата. То есть, каким образом магазин принимает оплату от своих клиентов. Вот какие способы оплаты есть в Croissant KZ? У нас есть несколько вариантов оплаты. Это человек может оплатить карточкой, безналичный расчет, либо наличными. Вот до карантина примерно 50/50 было безналичная оплата и наличная оплата. Человек мог прийти, дать деньги, забрать товар и так далее. Либо также получить заказ, отдать наличку и рассчитаться, сделать расчет. После того, как ввели карантин, примерно 90% люди стали оплачивать переводами карты, безнал. И то даже до того, как к ним приедет курьер. То есть это максимально бесконтактная оплата, максимально бесконтактная доставка. И, наверное, вот если брать по продажам, да, каждая 10-я продажа, это идет на данный момент оплата наличными деньгами.
Причем человек, сразу мы оговариваем, как получили заявку, какой способ оплаты ему интересен и удобен. На сайте либо выбирает, перевод, да, либо наличными. Он уже сам смотрит и готовит ту сумму, которую как бы ему нужно. Я думаю, что начинающим предпринимателям очень важно четко понять, какие возможности перед ними открывает онлайн-продажи. Расул, Гульзана, поделитесь опытом или вашим взглядом с предпринимателями, на что обратить внимание и почему это настолько важно, что игнорировать интернет сегодня просто ни один предприниматель не может. На самом деле онлайн-продажи очень сильно помогают масштабироваться. Я считаю, что без онлайн-продаж, без интернета, без сайта, без поддержки соцсетей развивать качественно и масштабно успешно, бизнес, успешно, да, это очень сложно. Есть масса инструментов на самом деле сейчас, которые, если изучить какие-то базы, азы, не обязательно всех каких-то определенных там вещей, то я думаю, в принципе, можно даже самому неплохо продвигаться. Но это опять-таки до определенного уровня, где дальше уже нужна будет помощь эксперта. И тут такой краеугольный камень. На фоне, я считаю, вот этой вспышки, то, что все ушли в онлайн, в интернет, появилось также некачественных, я не хочу назвать мошенниками, жуликами, но тех людей, которые могут обмануть. Поэтому тут нужно хорошо изучать вопрос, узнавать сам, наверное, инструмент, который вам необходим, и его изучать при помощи, там, не знаю, электронных вариантов, либо книг, либо интернета. Вот. В общем, однозначно нужно верить, это работает, читать, развиваться и постигать. Это нелегко, но это можно, да. А что означал уход в онлайн для проекта Croissant KZ? Для нашего проекта уход в онлайн открыл большие возможности. Да? То есть мы как бы загрузили интернет-магазин, мы стали активно развивать соцсети. Для нас стали доступны инструменты, такие как таргет, контекстная реклама. В принципе, это не сложно. То есть сейчас доступна масса курсов, они простые, они даже на самом деле недорогие. И, естественно, скажем, сегодня, когда, минимизировать затраты в бизнесе, это номер один, это очень актуально, уход как раз-таки в интернет, в такие простые вещи, которые мы реализовали в своем проекте, это, мне кажется, отличная основа для построения бизнеса. То есть, как говорится, если тебя нет в интернете, тебя нет нигде. Вот так. Онлайн-продажи помогают масштабироваться. На самом деле без этого вообще очень сложно представить развитие бизнеса в современное время. Потому что есть много инструментов, благодаря которым можно развиваться. Используя самому до какого-то этапа, уровня, а потом уже нужно будет привлекать специалистов. Потому что знать все абсолютно это нереально, но однозначно онлайн-продажи, они помогают развиваться и поднимать, в общем сказать, бизнес. Без этого никак.